Тема сегодняшней встречи одна из самых актуальных, которая вызывает особый интерес в среде университетского сообщества, студенчества, в целом простых граждан. Когда звучит новомодное словосочетание «искусственный интеллект», многие вспоминают сразу известные в мессенджерах манипуляции с предсказанием будущих обликов детей и оживление картин историков и писателей. Но это лишь самая популярная часть высоких технологий. Сегодня возможности цифровизации огромные. Собравшиеся за круглым столом рассказывают о внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы, в повседневную жизнь, в самые разные направления. Ингушетия площадкой для проведения семинара выбрана не случайно. Регион, который находится в самом сердце Кавказа, стремительно движется по пути высоких технологий. Мы рады, что Ингушский государственный университет стал одной из площадок для такого содержательного, значимого диалога. Тема нашей встречи – цифровой мир, будущее с точки зрения управления социальными процессами. Звучит не только актуально, но и без преувеличения судьбоносно. Мы живем в эпоху, когда цифровые технологии проникают во все сферы жизни – экономику, образование, здравоохранение, госуправление и другие. Но технология лишь инструменты. Главное, как мы ими пользуемся и с какой целью. Семинар «Цифровой мир будущего» с точки зрения управления социальными процессами на Северном Кавказе проходит при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта «Образ будущего для молодых россиян. Перспектива развития российских регионов». В мероприятии принимают участие представители региональной и федеральной научно-экспертной и общественно-политической элиты, участвующие в поддержании стабильности и обеспечения развития в СКФО. В течение нескольких часов предстоит обсудить то, что действительно волнует. Есть соответствующий указ президента России Владимира Владимировича Путина, который определил систему традиционных духовно-нравственных ценностей. И нам необходимо искать очень такой тонкий, правильный баланс между этими двумя ипостасями, так сказать, развитием, технологическим развитием, и сохранением традиционной культуры, традиционных ценностей. И найти какие-то оптимальные, новые, интересные рецепты для решения этой проблематики. И здесь очень символично, что мероприятие проходит в Республике Ингушетия, на Северном Кавказе, где, как не на Северном Кавказе, обсуждать такие тонкие, интересные и содержательные вещи. Сегодняшнее мероприятие посвящено очень актуальным темам. Они связаны не только с распространением, внедрением искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь, но и с теми очень сложными, неоднозначными процессами трансформации международной системы, которая влияет и определяет или актуализирует внутригосударственный дискурс сохранения социальной системы, сохранения традиционных базовых ценностей для нашего общества. Совет по внешней и оборонной политике в нашей стране существует более 30 лет. Общественные инициативы направлены на развитие России и способствуют тому, чтобы наша страна уверенно преодолевала все возникающие перед ней проблемы и вопросы. Ведущий программы «Международное обозрение», известный политолог, международник Федор Лукьянов уверен, что такие мероприятия несут большую пользу. Естественные проблемы, которые возникают в такой огромной стране, особенно на фоне происходящего в мире, об этом мы будем говорить более подробно, но сейчас мировое развитие, скажем так, определяет, наверное, даже больше, чем когда бы то ни было, жизнь каждого из нас. И укрепление взаимодействия между странами, между людьми, и в том числе между центром и регионами в больших странах, это ключ к самому светлому будущему. Политолог Андрей Картунов знает все и больше о геополитике. Человек, который о перспективах Дональда Трампа знал задолго до его известности в мире. Он прекрасно понимает, как важно в современном мире следовать своим убеждениям. А говоря об искусственном интеллекте, Андрей Вадимович уверен, это то, что нужно применять с умом. С первого взгляда, мне кажется, здесь явно наблюдается некий когнитивный диссонанс, поскольку это разнопорядковые вещи, которые описывают разные явления социальной жизни. Что такое искусственный интеллект? В конечном счете это один из компонентов того перехода к новому социальному, экономическому, технологическому порядку, который мы называем четвертой промышленной революцией.
В рамках семинара прозвучали доклады на самые разные темы: искусственный интеллект как геополитический фактор, перспективные области применения искусственного интеллекта в регионе, уроки китайского технологического опыта в общественно-социальном управлении в будущем. Участники семинара смогли ответить на многие вопросы. Рина Цычуева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.